Всем доброго дня, с вами Зада. Я продолжаю делиться с вами рецептами праздничных блюд. Сегодня будем готовить праздничные закусочные бутерброды. И для первого бутерброда мы начнем готовить начинки. Первая начинка – это из фарша. В фарш добавляем соль, перец, сухой чеснок, лук мелко нарезанный. Перемешиваем и убираем в сторонку. Готовим вторую начинку. Это у нас сырная. Сыр натираем на терке. С какой стороны натирать, это уже по вашему желанию. Или с крупной, или с мелкой стороны. Далее добавляем майонез к сыру. Но только следите за тем, чтобы масса была густой, не жидкой. Не совсем густой, а вот как на видео показано, чтобы удобно было намазать на бутерброд. Дальше готовим третью начинку. Это морковная. Лук нарезаем мелкими кубиками. Морковь натираем на терке. Я натерла с крупной стороны. Вам советую с мелкой стороны натереть, чтобы удобно было намазать на бутерброд в дальнейшем. В это время уже нагретая сковородка у нас на огне выше среднего. Добавляем 1 или 2 столовые ложки подсолнечного масла и пассируем сначала лук. Затем добавляем морковь, солим и перчим. Я по щепотке положила. И пассируем до готовности моркови. Перекладываем в другую посуду, чтобы остывало. Дальше берем багет, намажем масло сливочное тонким слоем. У меня багет уже был нарезанный. Вы уже смотрите сами. Если не нарезанный багет у вас в магазинах, то нарежите толщиной, как на видео. На багет ложим фарш, формируем котлеточки. На фарш морковную начинку и сверху покрываем сырной начинкой. Вот для чего надо было его сделать густым. Для того, чтобы удобно было и намазать, и чтобы при выпекании сыр быстро не расплавился. Вот так вот собираем все наши заготовочки. Вначале фарш. Формируем котлеточку вот такую. Дальше морковная начинка. Все-таки на мелкой терке, наверное, будет лучше. Дальше закрываем шапочкой из сырной начинки. И вот так до конца. Но в это время, пока мы формируем наши бутерброды, духовка должна быть включена. Температура 180 градусов. Вот как мы сформировали все наши бутерброды, берем противень, смазываем его сливочным маслом и выкладываем наши заготовочки. Ставим в духовку на 30-35 минут. Конечно, ориентируйтесь по своей духовке. Бутерброды наши должны быть румяными. Если хотите, можете попробовать один бутерброд, чтобы внутри фарш был уже готов. Все, вынимаем противень с бутербродами и пусть остывает. Готовим следующий бутерброд. Это у нас розочки с сырной начинкой из слоеного теста. Берем зелень. У меня тут шпинат, кинза и укроп. Шпината было мало, поэтому я взяла и укроп, и кинзу. Добавляем сыр, масло подсолнечное, солим, перчим. Добавляем немножечко водички и пробиваем погружным блендером.
Дальше эту массу перекладываем в посуду побольше. Дальше натираем сыр, какой дома есть, ну, желательно твердых сортов, на крупной терке. И перемешиваем. Все. Третья наша начинка готова. Дальше берем слоеное пресное тесто. У меня покупное тесто. Обязательно, чтобы тесто было пресным. Раскатываем его в пласт. Можно квадратом, можно прямоугольником. И дальше разрезаем этот пласт в полосочки шириной 4 или 5 сантиметров. Вот как на видео показано. Дальше выкладываем начинку, отступая с двух краев по 2-3 сантиметра. Дальше эту полосочку разрезаем пополам. И вот как на видео скручиваем рулет. Вот где мы отступили, мы защипываем и один конец защипываем, формируя розочку. Вот один бутерброд готов, заготовочка наша. Берем следующий. Вот где мы разрезали, с той стороны скручиваем рулет. И там, где мы отступили, защипываем. И один конец. Защипываем и формируем розочку. И таким образом мы сделаем все наши заготовочки. Далее берем противень, либо форму для маффинов. Смазываем сливочным маслом. И выкладываем наши заготовочки. Духовка должна быть уже разогретой до 180 градусов. И выпекать надо где-то минут 30-35. Но, конечно, ориентируйтесь по своей духовке. Эти бутерброды не будут румяными, они увеличатся в размере. Ну, вы увидите сами. Но если вы не уверены в том, что готовы или нет, то можете один взять и разрезать. Если внутри все пропеклось, значит бутерброды наши готовы. Я на семейные праздники готовлю такие закусочные бутерброды. Они действительно получаются очень вкусными, сытными и по-настоящему праздничными. Хочу еще раз напомнить вам, как они уже будут готовы. Их надо сразу вытащить прямо в форме или в противне и остудить в таком виде. В духовке не оставляйте. Вот. Я надеюсь, что вы воспользуетесь моими рецептами, приготовите для своих домочадцев и гостей. Это очень вкусно. Приятного аппетита!